Аслан Масхадов каждому вручил приказ. Я получил приказ захватить в городе, в Грозном, улица, это центральная улица Ленина, вот, именно выделить туда 50 из моего подразделения бойцов, где они будут удерживать это место, и в дальнейшем взять под контроль город Шали, а также все дороги, которые ведутся и в Аргун, Грозный, чтобы не было никаких передвижений российских войск. Возглавлял группу «Воины Аллаха», был ранен несколько раз. Один раз во время штурма Грозного. Еще один раз на позиции в районе Сайп-Мост, которого чеченцы удерживали 2 месяца. Асланбек был на передовой и был выведен оттуда после ранения со словами на устах «Свобода или смерть». Итак, дорогие зрители канала iNews, я имею честь представить дивизионного генерала, боевого генерала Асланбека Арсаева, который участвовал в операции «Джихад» 6 августа 1996 года. Здравствуй, дорогой Асланбек, поздравляю тебя с этим праздником. Здравствуйте, Инна, Андрей. Я также поздравляю весь чеченский народ с этим великим днем, днем победы над российской фашизмом, над этим российской империей зла. Это победа не только чеченского народа, это победа для всего мирового сообщества, которые стремятся к свободе, независимости, к братству и к мирному существованию. Мы в этом году, когда идет война в Украине, каждый день выпускаем программы именно об этой победе, чтобы эта информация дошла до людей, чтобы как можно больше людей узнало об этом героическом дне чеченского народа, победы чеченского народа над огромной армией, потому что эта операция уже вошла в академии военные, ее изучают, ее разбирают. Это феномен абсолютно эпический и абсолютно непревзойденный. Значит, Инна, да, это действительно исторические события, которые в аналоге истории военной в мировом масштабе не было такого проведения военной операции. Это был образцовый пример для всего мирового сообщества. Когда происходила война, русско-чеченская война, когда подло, коварно Российская империя зла напала в 1994 году на свободную независимую Чеченскую республику Ичкерия, вот, уничтожая города, уничтожая дома, уничтожая все живое, неживое вместе с мирными гражданами Чеченской республики Ичкерия, стариков, женщин и детей. Сотни, тысячами убивают за эти 2 войны. И это коварный такой враг, который угрожает всему мировому сообществу, который хочет потушить свет нашего мира, свет процветания, свет добра, и который сеет зло по всему миру и по сегодняшний день угрожает всему мировому сообществу. Вот эта Российская империя зла была, их войска в тот день, 6 августа
1996 году были уничтожены, разбиты, оставшим пришлось покинуть территорию Чеченской Республики Ичкерия с опозоренными, с униженными, да, и с проигравшим перед мировым сообществом. Это великая победа историческая, которая в аналоге военной, научной, исследовательской, в практике по сегодняшний день большие государства, как Америка, европейские, изучают, как смогли чеченские народы и вооруженные силы провести такую мощную операцию, в которой по сегодняшний день история военной практики не происходила. И сегодня я хочу поделиться с этими событиями. Это история, которая останется навеки вечно для чеченского народа, для наших потомков и для всего мирового сообщества, как образцовый пример. И мы обязательно добьем этого коварного, этого преступного, проклятого российского империи зла, который по сегодняшний день приносит нам слезы, страдания и убийства, трагедии для всех народов всего мирового сообщества. 6 августа мы смогли в 1996 году вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия полностью провести операцию под названием «Джихад». И эта операция была подготовлена настолько гениально вместе с начальником Генерального штаба вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия Асланом Масхадовым. Я участвовал в этой разработке и непосредственно командовал именно тем самым важным участком, который необходимо было для освобождения города Грозного и Чеченской Республики Ичкерия и других городов. И эти события происходили таким образом. Это в 1996 году, в начале где-то до июля месяца, империя зла, войска, видя, что чеченские вооруженные силы, бойцы и воины чеченских вооруженных сил укрепились, стали такими воинами, которые смогут с одними гранатометами, автоматами заходить в любые города, в любые дислокации, где имеют войска Российской империи зла, захватывать, одерживать победу и уничтожать. И таким образом проявлять героизм и образцовый пример для подрастающих поколений, для всего мирового сообщества. Зная, видя это, они решили запустить всю мощь военную именно в 1996 году, где-то начиная с мая-июня месяцев, чтобы погасить вот это и уничтожить сопротивление. Они начали авиационно наносить на горные районы, дома, на села, разрушать, уничтожая мирных граждан. И городов тоже наносить такие удары, вот, зверствуя и показывая всему миру, что они одержат якобы победу и таким образом подавят сопротивление Чеченской Республики Ичкерия. Когда они совершали такие зверства, такие массовые убийства, разрушая все, стирая с земли дома, переворачивая всю землю, территорию Чеченской Республики Ичкерия, вот, и где-то это в начале июля месяца Аслан Масхадов пригласил меня и Лихаджиева Руслана срочно приехать к Алирою для дальнейшего обсуждения боевого действия против российского агрессора-оккупанта.
И из Шали мы направились в Алирой. Аслан Масхадов находился в Алирое, недалеко от города Шали. Мы прибыли туда, встретились с Асланом Масхадовым, и Аслан Масхадов предложил дальнейшее проведение боевых действий и проведение операции против российского агрессора и оккупантов. И когда мы там обсудили, Аслан Масхадов, я и Алихаджиев Руслан, мы являлись близкими друзьями, которые стали именно вот этих военных действиях, где мы неоднократно, нам приходилось вместе разрабатывать операции, вместе проходить такие военные действия. И наша дружба и братство закрепилось именно вот в таких условиях. И поэтому все проводящие операции мы обязательно вместе обсуждали, подготавливали и проводили до конца. И Аслан Масхадов нам сказал, что сегодня зверство и убийство, совершающие тяжкие военные преступления на территории Чеченской Республики Ичкерия российскими войсками, нам необходимо остановить, нанося мощные удары, показывая им, что сопротивление силы будет до тех пор, пока мы не одержим победу. И это было приурочено операция и подготовка именно к 6 сентябрю. Это дата, День независимости Чеченской Республики Ичкерия, принятый в 1991 году. 6 сентября – это День независимости нашей Чеченской Республики Ичкерия. И вот Аслан Масхадов конкретно предложил несколько вариантов. Вот сегодня наступает именно День независимости, и этот день для чеченского народа это исторически важное событие. И всему миру мы должны показать, что День независимости нашего народа, нашей земли будет поднят флаг над этой российскими агрессорами, оккупантами, что есть сопротивление, что есть продолжение, что навеки вечно Чеченская Республика Ичкерия и чеченские вооруженные силы, и народ чеченский будет свободным, независимым. И для этого мы должны провести такую операцию, которая приведет нас к этой победе. И несколько вариантов Аслан Масхадов предложил. Это вариант просто нанести удары по городу Грозному и другим местам, и таким образом показать всему мировому сообществу, что российские войска, они сегодня в Чечне не одерживают никакую, не контролируют никакие территории и так далее. И второй вариант, это чтобы везде, где есть наши вооруженные силы, они нанесли удары и нанесли ущерб российским войскам. И таким образом, также поднимая флаг Чеченской Республики Ичкерия, именно в течение месяца это все должен был к 6 сентябрю удерживать и наноситься удары по разным возможностям. И еще вариант такой был, который взять город Грозный, город Джахар, а потом уже после взятия города Грозного также взять город Шали, Аргун, Гудульмес и другие места. Закрыть все дороги, передвижения российских войск, заблокировать все комендатуры, все блокпосты и таким образом
закрыл ни подхода, ни отхода, не давая им настолько, короче говоря, чтобы не могли они применять ни авиацию, ни артиллерию и другие вот эти тяжелые орудия. И вот когда мы обсудили, я сказал Асадову: Аслан, сегодня у нас есть огромные возможности, мы как никогда готовы уже воевать и одерживать победы, так как уже воины Чеченской Республики Ичкерия, вооруженные силы, состоялись как вооруженные силы и смогли наносить конкретные удары. И были фактически, мы контролировали все места, города, хотя находились там российские войска, но они абсолютно не контролировали города, районы и горные места. И поэтому мы под контролем держали все места. И самое удобное это было время для нас, для вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, провести такую операцию. И провести таким образом, чтобы захватить город и в дальнейшем остальные города и горные другие места. И таким образом к 6 сентябрю, к Дню независимости, с поднятым флагом Чеченской Республики Ичкерия одержать и показать всему мировому сообществу, что Чеченская Республика Ичкерия находится под контролем вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, и что никакой шансы у российской агрессора и оккупантов нет. И мы начали эту подготовку. Потом Аслан нам сказал: хорошо, в ближайшее время, что сообщить, потом встретимся и досконально доработаем. До этого мы должны были сделать разведку, подготовку для дальнейшего проведения этой операции. Мы когда разошлись, когда, проводя несколько дней, заново Аслан нас пригласил к Алирой, меня и Руслана Лиходжиева. Мы когда прибыли в Алирой, к Аслану Масхадову, там уже был подготовлен карта, план военный разработан, настолько мощный, настолько идеально, который мы уже несколько часов начали дальше обсуждать, как будем проводить и как дальнейшие боевые действия и каким образом надо это проводить. И эта тактика, стратегия, как военный человек Масхадов, он настолько смог это предвидеть гениально, что фактически это настолько был удобный военный план, операция «Джихад» по освобождению города Грозного и в дальнейшем Чеченской Республики Ичкерия, что никаких шансов у противника Российской империи зла не было в дальнейшем сопротивляться. И это был разработан каждый командующий, каждый командир, каждый подход, каждое блокирование, все было предусмотрено, позывные, связь, и как должны действовать на местах вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия. Вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия сперва где-то около свыше 2000, где-то 2500 бойцов, воинов вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия должны были захватить город Грозный, заблокировать все комендатуры, все блокпосты, подходы, отходы и закрепиться там. И мы знали, когда мы захватим город Грозный, что российские войска постараются стереть с лица земли вместе с нами. И мы, понимая этого, мы, не давая им возможности
именно проявить против нас, не давая им такую возможность, мы другие разработали дальнейшие, то есть захваты других городов и горные места для того, чтобы российские войска были полностью заблокированы. И нам это удалось. Оставшиеся силы вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, они должны были и в горных местах, и в городах полностью заблокировать комендатуры там, и блокпосты, и дороги, которым не давая никаких шансов, возможности передвигаться и оказывать друг другу помощь российским войскам. И вот такая операция их полностью парализовала, всю эту армию. Когда они думали первые дни, когда мы вошли в город, захватили, они думали, что там они там разгромят, и все на этом закончится. И только вот первые дни началось, и начали мы захватывать дальше города и все места, вот таким образом заблокировать их всех полностью, и они 1000% уже убедились, что они проиграли эту войну. И вот этот план военный, когда был разработан, Аслан Масхадов каждому вручил приказ. Я получил приказ захватить в городе, в Грозном, улица, это центральная улица Ленина, вот, именно выделить туда 50 из моего подразделения бойцов, где они будут удерживать это место, и в дальнейшем взять под контроль город Шали, а также все дороги, которые ведутся и в Аргун, Грозный, чтобы не было никаких передвижений российских войск. И таким образом получили все командующие, командиры персональные приказы. И вот, получив все приказы, связь, позывной, каждый знал, каким образом ему надо действовать. И в дальнейшем, как проводить эту операцию. И таким образом все начали готовить вот эту операцию. И каждый командующий, командир по своим участкам начал проводить разведку, подготовку и так далее. Это где-то уже июля, в середине июля месяца. И к 6 августу вот именно был выбран день. Почему? Потому что 6 сентября, этот день, в течение месяца мы должны были установить по всему республику полный контроль. И таким образом 6 августа утром в 6 часов операция «Джихад» началась. И в городе Грозном полностью мы подготовили, я со своими 50 бойцами, там со моим братом, мы это самое, полностью центральную улицу Ленину освободили, и полностью мое подразделение там закрепилось. И в дальнейшем я заблокировал все подходы, комендатуры, блокпосты, которые находятся в городе Шали. И подступы для подкрепления, не давая возможности российским войскам в сторону города Грозного. И таким образом мы уже установили полный контроль. И все подразделения, которым был отдан этот приказ, полностью взяли под контроль все участки. И город, и подготовку в других городах и городах местах. Значит, как взяли город Грозный, российская информационная пропаганда, российские войска начали утверждать, что вот они уже уничтожили всех бойцов, все, уже победили, они бегут там, это, то, все. И это было неправда. Мы, наоборот, еще сильнее закреплялись,
После города Грозного в течение сутки, уже на второй день, фактически на второй день, был взят полностью под контроль и город Чебик, и комендатура, и никаких передвижений, полностью под контроль вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия под моим командованием. И все это информацию, российская информационная пропаганда, они скрывали для мирового сообщества, для населения. Почему? Потому что они думали, что уничтожить в городе и в дальнейшем сопротивление такое сильное не будет. Но когда мы начали уже дальше захватывать, после этого Аргун, потом Гудурмес и все другие места, и таким образом они были парализованы, заблокированы, и никаких подходов и никаких возможностей помощи, когда они увидели, только тогда мировое сообщество увидело всю правду, что Чеченская Республика Ичкерия не только в Грозном проводит, а по всей территории Чеченской Республики Ичкерия операция «Джихад». И это по освобождению Чеченской Республики Ичкерия. И был поставлен точка. Или покинете территорию Чеченской Республики Ичкерия, или будем биться насмерть до конца. И они прекрасно, войска, знали, если мы, вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия, вошли, то значит, и это войной доказано, которые все проведенные операции, они прекрасно знали, что дальнейшее противостояние, это никаких шансов там нет. И таким образом, понимая, если мы сказали, что будем насмерть биться до конца, и это мы до конца доведем, зная это и видя, что никакой помощи нету, невозможности и в авиации, и в артиллерии, и все дороги полностью заблокированы, им не оставалось никакого шанса. Были разбиты много их техники, уничтожены солдатов, офицеров, взяты в плен. Они сами издавались вместе со своими оружиями. И вот таким образом это все происходило. И в Шалях мы смогли сразу, вот когда информационная вот эта блокада стояла, было единственное телевидение, где можно было информировать население о происходящем. И по указанию Масхадова я смог полностью взять под контроль и по этой телевидению выступить и сообщить о всех событиях, которые мы проводим про эту операцию, что полно под контролем находится территория Чеченской Республики Ичкерия, что все города уже под контролем, что и горные, и другие места. И таким образом, чтобы объединить народ, вдохновить, и это сыграло огромную роль для дальнейшей победы. Почему? Потому что когда чеченский народ узнали всю правду, всю контроль, всю мощь и начали поддерживать нас, оказывать всю помощь, которую они могли нам делать для дальнейшей победы. И когда все полностью было взято под контроль, из Москвы прислали своего представителя генерала Лебедева. Но это был контрольный его приезд. Каким образом увидеть своими глазами, правда или нет, что мы, вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия, контролируем полностью республику, и что они полностью заблокированы, нет никаких у них шансов. И когда через это все происходило передо мной, он
Мы сперва перевели Аслана Масхадова. Аслан Масхадов мне это сообщил, что необходимо подготовить место новой Атаги для дальнейшего переговорного процесса и ведения контроля над боевыми действиями. Мы полностью убрав все блокпосты российские, фактически освободил весь маршрут, освободил эту территорию, перевели туда Аслана Масхадова. И таким образом Аслан Масхадов уже был готов не слушать условия российских войск командования, а ставить условия уже российским войскам и правительству, центру Москвы. И таким образом, когда приехал Лебедь с делегацией, когда он видел, проезжая все блокпосты, проезжая, видя знамя Чеченской Республики Ичкерия, везде поднятые, везде бойцов Чеченской Республики Ичкерия, заблокированных войск, комендатуры, нигде никто не может выйти, фактически все, видя это, города и город Грозный, Гудеремес, Шали, Аргон и горные все эти места, понимая прекрасно, когда он увидел, окончательно они поняли, что проиграли войну. И вот таким образом, когда уже они встретились с Масхадовым, Масхадов поставил условия. Или они покидают территорию Чеченской Республики Ичкерия, или мы начнем такую войну, которая не будут гореть те, которые оставшиеся и не выживут в этой войне. И зная прекрасно, если лидер Чеченской Республики Ичкерия, вооруженных сил и бойцы Чеченской Республики Ичкерия сказали, то это будет действительно доведена до конца. И эта война будет насмерть стоять и доведена до конца. Потом этот генерал Лебедь, он говорит Масхадову, что ему надо обратно поехать в Москву, переговорить с президентом Ельциным и все рассказать, показать то, что он видел, и заново он прилетает, и тогда окончательно поставим точку. Договорившись с этим, он уезжает из Чеченской Республики Ичкерия. Когда они в Москве, когда он всю правду, все то, что увидел своими глазами, там смог рассказать, и понимая прекрасно, что другого шанса нету, и таким образом срочно, там буквально день-два, он обратно приезжает в Чеченское, на территорию Чеченской Республики Ичкерия. Там же новой Атаги заново встречается с Асланом Масхадовым. И окончательно таким образом был остановлен боевые действия. И никаких больше не было там разговоров. Условия ставили мы, условия ставил Аслан Масхадов. И они знали прекрасно, что никакой возможности, настолько был разгромлен, настолько был захвачен, заблокирован российские войска, что другого шанса, кроме проигрыша, им не оставалось. Зная этого, и мы добились этого. Униженные, опозоренные российские войска перед мировым сообществом, глазами мирового всего сообщества пришлось покинуть территорию Чеченской Республики Ичкерия. И я хочу сказать всему мировому сообществу, особенно моему чеченскому народу, и искренним с душой хочу поздравить с этим днем Великой Победы. И инши Аллах, с помощью Всевышнего Аллаха мы повторим, и Чеченская Республика Ичкерия будет свободным, и не только Чеченская Республика Ичкерия, и мы делаем все возможное, чтобы мировое сообщество было тоже свободным, процветающим, которое будет
приносить пользу и добро для всего нашего мира. И я таким образом хочу еще сказать для всего мирового сообщества, для тех зрителей, которые слушают нас. Сегодня это Российская империя зла, это террористическая, преступная, проклятая империя зла. Это государство террористическое, которое терроризирует народов нашего мира, который вот уже последние 30 лет создав концлагерь на территории Чеченской республики Ичкерии, захватив миллионное население, держит в заложниках стариков, женщин, детей, больных, инвалидов, всех, угнетая, уничтожая, убивая, похищая, пытками, массовыми убийствами, совершая такие военные тяжкие преступления. И это все происходит перед глазами всего мирового сообщества. И мы сегодня, видя многие государства, все время молчали, какие-то отношения строили с этим российским проклятым государством. Но сегодня уже Америка и Европа, весь мир, понимая это, уже начали признавать Российская империя зла, это государство террористов, это террористическое государство. Но мы это более 400 лет, более последних 2 войн писали, говорили, обращали, видео, все полностью всему мировому сообществу, что это проклятое террористическое государство, империя зла, российская, это опасно для всего мирового сообщества. И сегодня мы убедились, что это так. Сегодня они уничтожают таким образом, как чеченцев, граждан, ни в чем не повинных граждан Украины, зверствуя, убивая массовыми убийствами, пытками. Это страшный геноцид происходит на территории Украины. И таким образом они показывают, что будут продолжать это дальше. Но когда Чеченская республика Ичкерия, чеченский народ, принял на себя этот груз и зажег факел свободы, этот цвет свободы, именно в то время загорелся на территории Чеченской республики Ичкерия, который всех народов вдохновил, которые хотят стремятся нашего мира, народы, которые стремились к свободе и независимости. И мы, зная, понимая это, мы настолько сопротивляли, настолько защищали свободу всего мирового сообщества, чтобы именно наш мир был свободным, чтобы именно обезопасить мировое сообщество, всех народов, чтобы не было убийства над ними, чтобы этот геноцид не наступил над ними. Если в то время признали нашу независимость, оказали бы помощь, сделали все возможное мировое сообщество и государство нашего мира, сегодня это не было бы на территории Украины, не совершалось бы ни в чем не повинным украинским народом, на территории Грузии, на ни в чем не повинным грузинским народом, на территории других народов. И сегодня они угрожают открыто всему мировому сообществу. И весь мир сегодня признал это. И объявил террористическим государством. И террористическое государство этим фактом юридическим обоснованным я хочу вам сегодня предъявить и сказать. Когда они захватили Чеченская республика Ичкерия, и по сегодняшний день, что это действительно террористическое государство, которое народов целых, народов терроризирует, создал концлагерь в заложниках, пытает совершать такие преступления. Это пример для всего мирового сообщества, то, что происходило и происходит в Чечне.
Тысячами школ было захвачено террористами, войсками, террористическими войсками, государством Российской империи зла на территории Чеченской Республики Ичкерии. Тысячами детских садов было захвачено, тысячами школы были захвачены, все больницы были, всю территорию, весь народ был в концлагере, в заложниках. И в данное время без прав, без всякой выборы, без всего, концлагерном ситуации, никаких прав, и совершая над ними все то, что пожелает, терроризируя целый народ, перед глазами всего мирового сообщества по сегодняшний день происходит. И это сегодня они перекинулись на Украину, и дальше будут перекидываться. Вот мы должны говорить правду. Вот мы должны настоящее террористическое государство призвать ответу, призвать за эти военные преступления, которые за эти две войны, 350, около 1000 ни в чем не повинных убитых мирных граждан, стариков, женщин, детей. Как можно называть тех людей, которые около 50 000 маленьких детей чеченских за эти две войны убили, около 300 000 мирных граждан, стариков, женщин, это массовое убийство, и весь мир сегодня молчит. Вот. Каким образом можно назвать? Это не только терроризм, это тиранство, это геноцид, это страшное в нашем 21 веке военное преступление, и которое совершают они на территории Украины. И поэтому сегодня всему мировому сообществу надо проявить мужество, надо проявить единство, если довести дело до конца и остановить это проклятое, преступное, террористическое империя российская, империя зла. И мы, иншаллах, этого сделаем и добьемся, без всякого сомнения. Не только это, сегодня весь мир прекрасно понимает, какую угрозу нам создает вот эта проклятая террористическая, преступная Российская империя зла. Какую угрозу, которая угрожает всему миру атомной войной, атомными бомбами. Вот. И это не должно сегодня происходить в нашем мире. Мы должны разоружить вот эту российскую армию, ихнюю атомную бомбу, и больше никогда, чтобы на этой территории никогда не было угрозы и никогда не существовало то оружие, которое угрожает нашему миру. И мы этого должны сделать. И без всяких сомнений мы это вместе одержим, и эта империя исчезнет с нашей мирное сообщества. Поэтому те имперские некоторые лидеры, оппозиция и другие, которые проявляют по всему миру, ходят сегодня под российскими какими-то лозунгами, мы должны понимать, нет разницы между этими, между другими. Это империя, которая угнетает и которая будет совершать те же преступления, которые совершают веками именно в лице Путина, который происходит сегодня. И мы должны это завершить. И государство это российское должно создать такое москалинское государство в своем объеме, а другие народы все должны жить, быть свободными и приносить пользу миру, жить в братстве, принося пользу и добро нашему миру. Вот сегодня я желаю всему мировому сообществу решительности, всему мировому сообществу понять, что не в руках российской проклятой империи зла и войск, и это показал чеченский народ, вооруженные силы, одержать победу это над проклятой преступной империей зла с помощью Всевышнего Аллаха, это возможно. И нам
Всевышний помогает, объединяет, и мы сегодня будем в братстве, в единстве оказывать помощь украинскому братскому народу, который сегодня весь груз взял и защищает народ украинский и мировое сообщество и проявляет героизм. И украинскому народу надо знать, что чеченский народ, вооруженные силы вместе с вами, и мы делаем все возможное и сделаем для полной победы над этой проклятым Российской империей зла. Значит, я желаю, чтобы не было таких этих войн, чтобы не было страданий вот этих геноцидов, чтобы не было массовых убийств и этой проклятой империи зла, чтобы больше не угрожал для всего нашего мира. И таким же образом я хочу сказать, что я от своего имени обратился к президенту Америки Джозефу Байдену, официально с обращением отправил, также вице-президенту Америки, Сенат, Конгресс и мировому сообществу и лидерам государств нашего мира, а также президенту Украины, понимая о 400-летней борьбы, противостояния на передовом рубеже против этой преступной империи зла, чтобы они сегодня таким образом оказали помощь и сопротивлению Чеченской Республики Ичкерия и приняли признание свободы и независимости Чеченской Республики Ичкерия, которым она является уже десятками лет официально, легитимно по всем международным законам. И таким образом признал геноцид, который совершил российское руководство в лице этого преступника Путина и преступным войскам вот этих российских войск. Они должны быть привлечены к уголовной ответственности по международным законам и быть должны привлечены к военным Гаагским трибуналам, наказаны по всей строгости, по всем международным законам. За все тяжкие военные совершенные преступления над чеченским народом, над украинским, над грузинским и над другими народами, и которые они по сегодняшний день совершают. И мы никогда чеченский народ и вооруженные силы Ичкерия не оставим и не простим этим проклятым убийцам, этим проклятым военным преступникам, которые совершали такие тяжкие военные преступления над никчемным военным чеченским народом. Завершая это, я от всей души также поздравляю весь чеченский народ, своих братьев, сестер, а также мировое сообщество с Днем Великой Победы над Российской империей зла, которая происходило и было совершено 6 августа 1996 году. И желаю всему мировому сообществу этот день Великой Победы. И сегодня вместе с украинским народом мы окончательно совершили и одержали великую победу над этой империей зла, чтобы больше никогда не существовала эта империя, чтобы больше никогда не угрожала нашему мировому сообществу. Желаю всему миру, процветания, счастья, мира и добра. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Всех благ Всевышнему Аллаху. Аллаху Акбар.